Если у вас какие-то возникают вопросы по поводу организации, по поводу содержания и так далее, пожалуйста, обращайтесь. А я с удовольствием объявляю об открытии нашего с вами мероприятия. И у нас сегодня в гостях Наталья Николаевна Гамулина. Она представитель издательства «Просвещение», но все остальное, чем она занимается и какие у нее к вам сегодня есть интересные темы, она вам расскажет сама. Здравствуйте, дорогие коллеги. Разрешите вас поздравить, во-первых, с нашим профессиональным праздником и поздравить также с 60-летием начала космической эры. Вчера был тоже великий праздник. Но здесь вот я начало своей, это не сегодняшняя наша презентация, это презентация, которой просто я покажу начало как бы всего этого процесса. Так, мышка, к сожалению, она привязана, и дальше она не идет, да? Ну ладно. История вопроса. Предмет астрономия никто приказом не отменял. И все те бредни, которые были в прессе журналистами и которые вешали лапшу на уши директорам, этого просто не было. Не было никакой отмены. Но на самом деле перестали учебники быть в списке допущенных или рекомендованных. И все, больше ничего не было. Поэтому лучшие школы страны как преподавали, так и сейчас преподают астрономию. А в некоторых школах даже и по 2 часа в неделю. Поэтому наши дети как участвовали в олимпиадах, в том числе в международных, как побеждали, так и будут побеждать. Конечно, школы, когда сказали, что астрономия теперь базовый предмет, должны ввести какие-то изменения. Но надо вам сказать, что заказ это был экономический. Экономический. Прежде всего, вы извините, пожалуйста, вы там руки поднимаете, это ко мне, нет? Нет, да, извините. Экономически почему? Потому что в начале, в декабре 2015 года, рабочая встреча БРИКС была по астрономии, риски и возможности астрономии в странах БРИКС. Об этом мало кто этого знает, но тут же в марте 2016 года, 1,5 года тому назад, директор одного из подразделений Роскосмоса говорит, что астрономия вводится в школы страны, и они даже выделили деньги на учебу, на учебники или еще на что-то. А в сентябре прошлого года новый министр образования объявляет о том, что астрономия будет возвращаться в школы. И в декабре 2016 года начала работать комиссия о том, как вернуть астрономию. Ведь вначале думали, каким образом ее вернуть. И решение было такое, о том, что она возвращается на тех условиях, что астрономия будет изучаться как базовый предмет. И введение ее в стандарты образования, то есть создание нового стандарта образования. Это вообще новость большая была для всех нас, что это все принято. Теперь нужно вам сказать, вы все здесь профессионалы, астрономия сейчас претерпевает огромный информационный взрыв. Только по одной внегалактической астрономии около 500 оригинальных научных разработок в месяц, открытий.
я привязана вот к этой мыши. Если у меня есть радиомышка, если вы ее как-нибудь подключите, я не возражаю. Откройте. Сейчас. Давайте еще разочек. На следующий. Уважаемые коллеги, наша страна участвует в 3 огромных по материальным ресурсам разработках. Прежде всего, это разработка 40-метрового телескопа, который будет в Чили. Примерный год, когда он заработает, где-то 2021 год. Это супертелескоп, и разрабатывают его европейские страны и Россия. Второй по значимости Второй по значимости проект – это проект разработки радиотелескопа в Южной Африке. Там огромное количество стран, практически не только одна Южноафриканская республика, а там вот практически весь юг, и там усеян будет этими радиотелескопами. Ну, видимо, он не устанавливается просто. Хотя он работает, конечно. Ну, извините. Значит, я буду привязана к этой мышке, и я не смогу отойти. Вот это тот проект, который сейчас разрабатывается, это в Чили. А это вот СКА, самый крупный международный проект. И стоимость всех этих проектов 2 миллиарда евро. И еще один проект, который делает наша страна. Это радиоастрон. Этот проект уже сейчас разработан, он уже сейчас работает. Это вот такая вот, вы видите, Земля и вот тот самый радиоастрон, который летает в космосе. Я попробую достать сейчас указочку. У меня с собой есть. Ну вот, то, что я хотела вам показать. Так, сейчас мы отсюда выйдем. И перейдем вот в эту папочку, которая называется, так и называется, Сыктывкар. Уважаемые коллеги, все, что здесь есть в папке, все, что здесь есть в папке, вы сможете взять. Поэтому ничего не надо особо вам куда-то записывать, фотографировать или еще каким-то образом. Доступ все есть. Я всю абсолютно папку перенесла в облако. И в конце презентации основной будет адрес облака. Ваша задача этот адрес очень точно скопировать. И если у вас что-то не получится, ну, буква какая-нибудь не так, она скопируется у вас, вы всегда можете написать мне письмо, и я вам открою доступ еще раз. Вы понимаете, да? Так что вот таким образом. Ну вот, а теперь я хотела бы, чтобы мы с вами просто познакомились. Когда вас приглашали сюда, ну, сказали вам, что здесь будет некая Гамулина, может, и не сказали. Вы себе не представляли, кто это и что это. Я даю себе отчет в том, что
мы с вами не знакомы, и давайте познакомимся, что называется. С одной стороны, вы со мной не знакомы, а с другой стороны, вы, как профессионалы, практически всю свою сознательную жизнь работали с моими электронными образовательными ресурсами. Я автор и соавтор 58 электронных образовательных крупных ресурсов, мультимедийных курсов. И 1500 только по физике, если это маленькие, если это электронные учебные модули. Поэтому по моим разработкам вы давным-давно работаете. Значит, я не только автор и соавтор электронных образовательных ресурсов по физике и астрономии, но и всю свою жизнь я работала как в школе, то есть я играющий, что называется, тренер, и преподавала в качестве доцента в Московском институте открытого образования 30 лет. То есть работа с учителями, курсами повышения квалификации. Член-корреспондент АИО, да, во-первых, член астрономического общества. И что вас тоже может интересовать, председатель методической комиссии Российской ассоциации учителей астрономии. Думаю, что после сегодняшнего нашего встречи практически каждый из вас поймет, что лучше туда быстренько вступить, потому что это только одна польза. Итак, электронных образовательных ресурсов очень много. Вот это электронные образовательные ресурсы, где разрабатывались лично мной, поэтому с этими ресурсами вы наверняка знакомы. Открытая астрономия, интерактивная модель Солнечной системы, мультимедиа по астрономии, планетарий и так далее. Интерактивная доска. И это Российская ассоциация учителей астрономии. План проведения нашего сегодняшнего занятия. Мы расскажем и познакомимся о нормативных правовых аспектах преподавания курса астрономии, документах по ведению астрономии от Минобразования и науки. Таких документов немного, их всего 2 основных, и еще электронная приемная. Учебники и учебно-методические комплекты по астрономии, где найти в сети информацию о современных учебниках. Учебники, у которых пока нет учебно-методических комплектов. Методические рекомендации по введению курса. Я расскажу о Российской ассоциации учителей астрономии. Я расскажу о электронно-образовательных ресурсах по астрономии, в том числе бесплатных, где их взять хоть сегодня, где их скачать, ну и некоторые нюансы, как с ними работать. Я вам подарю в электронном виде технологическую карту урока по Чернобай, а также примеры 3 уроков и очень много презентаций, которые по разным темам, в том числе не только моих. Презентации, которые я вам буду давать и рекомендовать, это таких авторов, знаменитых авторов, как Сурдин, как Засов, Попов. Так что все презентации, которые будут лежать там, они прошли как бы знак качества, имеют, и вы можете ими пользоваться. Итак, нормативные документы. Первый документ, который нас ошарашил в этом году, это о внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов. Астрономия стала иметь новый стандарт. У нас был стандарт по физике, стандарт по химии, а теперь стандарт по астрономии. Астрономия
вводится как обязательная часть федерального компонента. Профессионалы, историки сразу стали шутить, а я сначала не поняла, о чем они шутят. Они стали шутить так: а физика – это не обязательный компонент. Ведь вместо физики в старшей школе может идти естествознание, а астрономия – обязательный компонент. Так что физику теперь не обязательно преподавать, а астрономию обязательно. Смешно? Подождите, это вот из документов мы видим. Если немножко подумать, то вот они вот так вот они сейчас. Теперь, как там прописано? Прописано, что базовый курс. Профильной астрономии нет, базовый курс. Но какой? Ой-ой-ой, какой они там прописали. Вот этот приказ. И вот то, что написали, стандарт среднего полного общего образования по астрономии. Теперь те нюансы, которые они прописали там. Предмет астрономии, понятно. В предмете астрономии они вводят геоцентрические, гелиоцентрические системы, особенности методов познания астрономии, практическое применение исследований. Если мы возьмем учебник Чаругина, то там введение совершенно другое, абсолютно другое. И если мы возьмем учебник, который тоже есть рекомендованный, учебник Воронцова-Лиминова, там тоже другое. Так что ни один учебник, строго говоря, вот так предмет астрономии не вводит. Это новые учебники, которые будут издаваться. Основы практической астрономии. Здесь все практически осталось по-старому, так, как и было. Небесная сфера, особые точки небесной сферы, небесные координаты, расположение на небе географических координат, наблюдателей и так далее. Здесь-то так, но дальше будет немножечко по-другому. Я потом вам покажу. Законы движения небесных тел. Понятно, это небесная механика. Солнечная система. Понятно, как и изучают Солнечную систему. Методы астрономических исследований. Все приехали. Здесь появляются чисто астрофизические понятия, которых не было ни в курсе астрономии, ни в курсе физики. Закон смещения Вина, закон Стефана Больцмана. Уважаемые коллеги, я астрономию преподаю, стыдно сказать, сколько? 48 лет. Я всегда всю свою сознательную жизнь преподавала закон Вина и закон Стефана Больцмана. Ничего сложного здесь нет. Причем закон Вина я им преподаю следующим образом. Я прям сразу начинаю говорить. Так, у нас 36,6. Мы в какой диапазоне излучаем? Сразу они не доходят, но потом они скажут в инфракрасном. Замечательно. Марс у нас нагрет до такой температуры, в чем будет излучать. Юпитер у нас такая, в чем он будет излучать. В радиодиапазоне. Вот потом про радиодиапазоны поговорим. То есть на каждом занятии я несколько раз, даже формулы я не начинаю показывать, а несколько раз начинаю говорить, и потом, в общем-то, школьники усваивают эти сложные понятия. Звезды. Но здесь что нового появилось? Во-первых, у нас в программе, ни одной программе до этого по астрономии не было коричневых карликовых. Коричневый карлик. И не было такого акцентирования, как роль магнитных полей на Солнце. Здесь это очень четко прописано. Наша галактика – Млечный Путь. Все, смотрите, темная материя. То есть даже строчкой прописали темная материя. Галактики – темная энергия. То есть вот эти новые современные наблюдательные данные, они попали в стандарт образования.
у нас есть еще один приказ. Есть приказ 581 о дополнениях, о внесении дополнений в федеральный перечень, где прописано, что учебник Чаругина, издательство «Просвещение», имеет гриф. У меня этот учебник есть, мне издательство его подарило. Очень интересный учебник, о котором я буду сегодня много-много раз говорить. Итак, что делает образовательная организация, когда вот она начинает внедрять курс астрономии? У вас есть возможность. Кто-то из вас начал с сентября преподавать курс астрономии, кто-то начнет его с января, кто-то его начнет с нового учебного года. Но у вас никаких альтернатив нет. Курс астрономии ваша образовательная организация обязана ввести либо в этом учебном году, либо в следующем. Альтернативы тут нет. Как образовательная организация должна поступать? Она должна от учителя получить разработку рабочей программы. Дальше внести изменения в основную образовательную программу школы. И дальше задуматься. Она должна подготовить условия для реализации, то есть кадровые условия и информационно-методические условия. То, что мы сегодня с вами здесь сидим, это одно из выполнений решений, то есть у вас повышение квалификации именно по предмету. Алгоритм изменения для образовательной организации прописан. Так, я его прям вот возьму. У меня есть два документа. Вот этот документ, который называется «Письмо Минобразования России номер ТС 194/08 от 20 июня 2017 года». Тут расписано об организации изучения учебного предмета. И вот здесь написано, что должна делать на уровне исполнительной власти, что должно делать государственное управление и что должна делать образовательная организация. Вот что должна делать образовательная организация, я вам его вот на этом кадре написала. Подготовить, обеспечить подготовку кадров. Вот вы сегодня подготавливаетесь. Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам. Если вы будете преподавать астрономию, администрация школы должна заключить с вами дополнительный договор, что вы преподаете курс астрономии. Должна обеспечить вас новыми учебниками и пособиями. Поднимите, пожалуйста, руку. Кстати, я буду тоже поднимать руку. Кому в школы пришли учебники по астрономии? Ой, какие молодцы. А мне не пришли. Вот кому не пришли, это я. Нам не пришли. Хотя мы преподавали и будем преподавать. Нам не пришли. И пришло другое, я вам потом расскажу. Я расскажу, как город Москва с этим делом справляется. Нет. У меня Чаругина учебника в нашей гимназии нет.
А? Гамулина. Гамулина. Я что хочу, то и делаю. Я учитель. Я написала программу рабочую. Директор гимназии утверждает, и что хотим, то и делаем. С одной стороны. С другой стороны, я как работающий учитель беру очень много разных учебников. Учебника Чаругина у меня нет, но у меня есть электронные версии, которыми я могу пользоваться. У меня есть электронные версии других вещей, которыми я могу пользоваться. И, понимаете, в своей работе, как преподавая физику, так и преподавая астрономию, я никогда в жизни одним учебником не пользовалась. Примерно 20 лет я работала методистом по физике Западного округа Москвы. Это 200 школ. Это как Челябинская область примерно по количеству населения. Там в некоторых школах по 17 классов. Ну ладно, это не важно. Так, это по поводу учебников. Дальше. Обеспечение материально-технических условий для преподавания. Это прерогатива вашего образовательного учреждения. Учреждение образовательное в лице директора и общественных всяких организаций должны позаботиться, чтобы у вас было какие-то пособия и так далее. Включение учебного предмета астрономия в обязательную часть учебных планов на уровне среднего общего образования. И дальше обеспечение информационного сопровождения ведения астрономии. Ну, здесь вы должны помочь своей администрации, потому что здесь вы не просто проинформируете учащихся и родителей, что вы вводите этот предмет, но и информационную составляющую, как электронные образовательные ресурсы, вы тоже можете помочь что-то сделать. Теперь контроль достижений. В этом документе, повторяю, что это за документ, это письмо Миноборнауки от 20 июня этого года написано, что из профильного обязательного минимума содержания темы астрономии не исключены. Опа-но. Перевожу на русский язык. Когда мы изучаем физику профильно, то там есть главы по астрономии. И начиная с 2018 года 24-я задача – это как раз астрономия. Как нам рассказали те, кто придумывает вот всю эту теорию, это должна быть какая-то таблица, анализируя которую учащийся должен что-то сделать. Это общепредметные такие умения, которые он должен решить. Не обязательно знать, кстати, астрономию, анализируя эту таблицу. Теперь, всероссийские проверочные работы по астрономии начнутся с 2020 года. Уважаемые коллеги, Москва провела в прошлом учебном году 2 проверочных работы просто так, для тех школ, которые пожелали их провести. Причем меня попросили до этого проверить, чего они туда включили. Я вам в презентации покажу, какие ошибки они там давали. Не дети, а те, кто создавал эту проверочную работу. Итак, документы. Вот это Российская ассоциация учителей астрономии.
И там на сайте все документы эти есть. Все можно спечатать, в том числе и программу, и методические рекомендации. Но для нас с вами что важно? Это выбрать соответствующий учебно-методический комплект по астрономии и подобрать электронные образовательные ресурсы. Вот это дело учителя. Итак, учитель должен подобрать ОМК, и учитель должен подобрать электронные образовательные ресурсы. Пути реализации. Те, которые нам говорят. Отдельный предмет в 11 классе, отдельный предмет в 10, отдельный предмет в 10 или 11 на профильном уровне. Вот это не прописано в приказе 506. Но это из школы никто не отнимал это право и астрономию изучать на профильном уровне. Некоторые школы изучают по 2 часа в неделю, и это никто там его не отнимает. Проблема у нас следующая. В стране просто нет астрономических кадров, которые могут преподавать астрономию. Астрономия – это очень динамичная наука, которая очень бурно развивается. И если не читать каждый день новости науки, то ты профессионалом не будешь. Ну вот, например, гравитационные волны. 3 ученых признаны сейчас лауреатами Нобелевской премии за 2017 год за исследования в области гравитационных волн. Скажите, пожалуйста, вот поднимите руки те, кто читал об этом. А теперь поднимите руки из тех, кто читал. Сможете ли вы рассказать детям с применением электронных образовательных ресурсов и картиночки показать? И никого нет. Вот я о чем и говорю, что у нас кадров нет, и нет вот этих вот новых современных ресурсов. Если мы все время учиться не будем, то очень трудно преподавать. А у нас вузы астрономию перестали преподавать. Из педагогических вузов убрали, и из технических вузов убрали вот то, что подготовку учителей астрономии. Издательства подготовили учебники, но в печати они не пошли массово, и до школы они не дошли. Нет наглядных пособий. Какие наглядные пособия? Уважаемые коллеги, вот поднимите руки те, у кого есть армиллярная сфера. У кого армиллярная сфера драная, такая драная, что стыдно ее ставить. Вы поняли, да? Вот 5 человек подняли. Но мы ее все равно ставим. Она у нас вся битая, перебитая, но вставить ее надо. У кого есть большая карта звездного неба размером, большая карта звездного неба размером 3 на 3 метра. 4 человека, представляете себе. То есть не у всех. Атласы не у всех. Это не у всех. Скажите, пожалуйста, а мы тогда вот так вот. А у кого в школе 10 телескопов? Нету. 9 телескопов? Никого. 8 телескопов? Подождите. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оно 0 тоже есть. Вы понимаете, да? То есть базы у нас нет. Нет, нечего показывать детям. Ну ладно, поехали дальше. Устарели электронные образовательные ресурсы. Устарели
даже не потому, что там устарело содержание, а устарело потому, что появились новые компьютеры, а новые версии Windows, особенно Windows 8, 10, давят старые так образовательные ресурсы, что там Java не поддерживается. И все модели на Java перестали работать. И не будут работать. Итак, учебно-методическое обеспечение. Учебно-методическое обеспечение, вот это очень хорошая книжка, вот она расположена вот здесь по адресу. Уважаемые коллеги, списывать его не надо. Эту презентацию вы сегодня ее же скачаете. Адрес я вам даю единый, где это у вас есть. Это прекрасная книжка «Учебно-методическое обеспечение предмета астрономии». Обязательно скачайте. И даже какие-то странички, которые вам нужны будут, я рекомендую даже распечатать. Как вставить астрономию в учебный план? Ну, это для тех, кто администрация, это для тех, кто завучи, тех, кто директора. Вот справочник заместителя директора школы, 9 сентября 2017 года. Они рассматривают 4 учебных плана, где астрономия есть как 1 час. Вот это важный ресурс. Открыто электронная приемная по вопросам внедрения курса астрономии в вашу школу. Вы можете задать там любой вопрос, и отвечать будут не только специалисты от Минобразования, в том числе и другие. Итак, УМК Виктора Максимовича Чаругина «Астрономия». Сразу смотрим. Обратите, пожалуйста, внимание, что это 10-11. Это не только 11 класс, но и 10. Это политика самого издательства просвещения. Вот так они решили, что это будет лучше. Может быть, они и правы. Хотя, если мы вернемся к астрофизике, к спектрам звезд и так далее, ребенок 10 класса не поймет. Но, вспоминая, что у нас сейчас физику преподают не совсем по Пёрышкину, а по-другому, да, то есть у нас замкнутый как бы цикл преподавания в основной школе, и основная школа более-менее там какие-то понятия из курса там ядерной физики, еще чего-то там они дают, то, может быть, худо-бедно 10 класс может понять, что такое ядерные реакции в звездах и так далее. Хотя проблематично. Как поступаю я и мое образовательное учреждение, и мы рекомендуем это делать. Первое полугодие 11 класса. Второе полугодие у них голова будет забита другому, а вот первое полугодие 11 класса вполне можно преподавать во всех. Теперь посмотрите, пожалуйста, есть то же самое, но другое. Если вот это у вас учебник, то вот это методическое пособие. Это учебник, а это методическое пособие. То есть это я вам показываю ресурсы ОМК, которые есть на сегодняшний день, в том числе в электронном виде. Можно бесплатно загрузить вот это методическое пособие вот с этого электронного адреса. Сегодня пришли, сегодня загрузили. Ну, это фантастика, это реалии сегодняшнего времени, когда
стали делать вот таким образом, когда методические пособия стали бесплатно публиковать на сайтах издательств. Ну, я не была бы профессионалом, и я бы не была бы председателем методической комиссии Российской ассоциации учителей астрономии, если бы я не показала вам альтернативу. Альтернатива – это следующее. Это учебник Воронцова, Велиминова и Страута. Уважаемые коллеги, я заранее хочу предупредить вас, что это не тот учебник, который написал Воронцов-Велиминов. И не тот учебник, который обрезал и по-другому сделал Страут. Один автор давно скончался, и второй автор тоже, недавно скончался, но он тоже скончался. Издательство пошло по другому пути. Они дали кому-то на редакцию этого учебника. Кто профессионал этим занимался, я не знаю. Но по следам в самом издательстве я смотрю, кто туда оставлял свои презентации из профессионалов. Это Попов, это Засов и Сурдин. Кто из них редактировал, я не могу сказать, но отредактировано профессионалом. Я этот учебник держала в руках в июне 2017 года. В Троицке была конференция научно-практическая. И я там, знаете, вот так вот открыла и сразу нашла 10 ошибок. Закрыла и отдала представителю этого издательства. И потом мне в сентябре дали новый учебник, который издан в количестве огромного тиража, 10 экземпляров. И я не нашла ни одной ошибки. То есть кто-то редактировал. Это другой учебник, это принципиально другой учебник. Я не говорю вам о том, что вы должны все броситься на этот учебник. Нет. Но давайте посмотрим, что к нему есть. К нему есть рабочая программа, интересный документ. К нему есть методическое пособие, и к нему есть электронная форма. Вот почему-то нашему министру нравится этот учебник. Сказать я не могу, но нравится. И поэтому посмотрите, что там есть. Теперь о других учебниках. Что мы имеем на сегодняшний день? Старый учебник Воронцова-Велиминова, затем этот же в 2009 году переделанный Страутом, но и в 2017 переделанный неизвестно кем, там редакции вообще нет, там фамилии нет. А поскольку нет, я подозреваю, что, может быть, это Сурдин, который не захотел стоять рядом вот с этими фамилиями. Порфирьев учебник. Тоже, знаете, вот если он у вас будет, тоже неплохо, чтобы он у вас был. В одном экземпляре. Для детей не надо, но для вас, чтобы был. Книжка для чтения, очень интересная, 1988 года. Это Дагаева и Чаругина. Книжка Левитана. Потом она в 1994-м, она в 2005-м издавалась. И, кстати, на эту книжку есть у вас допуск до этих самых рекомендованных книг, допущенных книг. Засов Кононович – это 2001 год. И вот это совсем другая книжка, в 2015 году изданная, обратите внимание, это совсем другой учебник. Вот здесь у вас 160 страниц, то есть это обычный школьный учебник, 160 страниц. А здесь у вас 260 страниц, это очень толстая книжка. Это книжка для вас. Вот если вы ее сможете достать, то вот эту книжку я вам советую иметь.
с прискорбием сообщаю, что Кононович скончался, и сегодня 8 дней ему. Итак, что мы имеем? Основные учебники. Чаругин. Прекрасный учебник, новый, современный, красивый. Это учебник 21 века. Если у вас есть возможность заказывать его, заказывайте. Вы не пожалеете. Учебник Воронцова-Велиминова. Засова и Кононовича. Этот учебник в одном экземпляре нужно иметь в библиотеке учителя. Это большой толстый учебник для учителя. Порфирьев, учебник Засова и Кононовича старый и учебник Левитана. Итак, новые учебники, изданные в этом году. Отредактированные или вновь изданные. Это, во-первых, издательство «Просвещение» и издательство, теперь уже не «Дрофа», а «Российский учебник». Там несколько издательств Винтана плюс, еще чего-то там они объединились, и стало издательство «Российский учебник». Что такое учебник Чаругина? Это новый вид учебников по форме и содержанию. Вы видите вот развороты этого учебника. Это полностью учебник в цвете. Многоцветная печать. Не двухцветная, не трехцветная, а многоцветная печать. Причем очень качественный и очень красивый учебник. Учебник Чаругина рассчитан на 36 часов. В комплекте можно применять в качестве модуля астрономии при изучении физики и естествознания, в качестве самостоятельного курса для организации дополнительного образования учащихся. В состав УМК входит учебник и электронная форма учебника, методические рекомендации, а также он сейчас еще пока не издан, но Чаругин, мы с ним разговаривали, и он сказал, что точно будет издан в 2017 году. Ну вот что-то чуть-чуть надо закончить. Курс ориентирован на новые методы исследования Вселенной. Вот при введении, тут написано структура и масштабы Вселенной, далекие глубины Вселенной, и подведем итоги. У нас в Москве на базе моей гимназии проводилась учеба для учителей страны, не только Москвы, а страны. Проводила КПРО, это вот где метро Водный стадион. И приезжало примерно человек так 25 к нам в гимназию, и они заказали мне несколько уроков показать, не только с моими детьми, но чтобы я им дала несколько уроков. И вот я один из уроков разработала им вот по этому введению. Обратите, пожалуйста, внимание, я еще раз вам читаю. Здесь написано «далекие глубины Вселенной». Масштабы Вселенной – это первый урок. И тут глубокие… То есть, если ты не знаешь, чего говорить, то даже если у тебя и будет учебник, даже если у тебя и будет электронная форма учебника, то без большого количества электронных образовательных ресурсов ты мало что сможешь сказать ребенку. Теперь вот 18-й параграф. Современное представление о происхождении Солнечной системы. Каждый ли из нас, сидящий здесь, может ли это… Вы понимаете, это современное представление о происхождении Солнечной системы. Очень сложный вопрос.
Но строение эволюции Вселенной, дети это очень любят, расширяющаяся Вселенная, модель горячей Вселенной, это то же самое. Теперь посмотрите, навигация очень интересна в этом учебнике. Это интересно. Мои астрономические исследования, теории, гипотезы, факты, внимание, то есть как работать с учебником. И у них после каждого параграфа идет подведем итоги, потом рекомендация, где прочитать для ребенка, и вопросы для обсуждения. Причем такие сложные, что ой-ой-ой. С левой стороны, посмотрите, пожалуйста, с левой стороны вот здесь написано, куда пойти в Астронете. Здесь вот в элементах и здесь популярной механики. То есть сразу для детей нужные сайты пропечатаны и акцентируют их внимание. Учебник поддерживает межпредметные связи по физике, по математике, по истории. Очень интересно, очень красиво и очень красочно издан учебник. Нравится? Как? Нравится? И будете иметь в своей библиотеке, правда? Даже если будете работать по-другому, этот учебник нужен. Ну что, поиграем? Блиц-опрос. Сколько в настоящее время у МК по астрономии? Кто ответит? 1, 2, 3. 2. Кто за 2? Так, кто за 1? Так, кто за 3? Ага, есть. Сколько в настоящее время у МК по астрономии имеют электронную форму учебника? 1, 2, 3. Ну, 5-6 это, конечно, несерьезно. Учебники, у которых пока нет УМК, это учебники Засова и Кононовича и учебники Порфирьева. Уважаемые коллеги, я на 100% знаю, что Засов пишет сейчас учебник, который, наверное, будет тоже издаваться в Просвещении, потому что он Просвещение же издавался раньше. И второй автор, а Кононович очень долго болел, ему было много лет, и второй автор – это Сурдин. Вы представляете качество учебника? Лучший популяризатор страны вместе со знаменитым автором учебника Засовым будут издавать учебник. Тоже новый, тоже красочный. И научный. Что будет, я не знаю. Порфирьев не издается, и Порфирьев, он жив, но он ничего не делает. Он очень пожилой. Ему где-то, по-моему, более 90 лет. Не знаю. Учебник Левитана. Уважаемые коллеги, это заблуждение, что учебник Левитана не имеет УМК. Учебник Левитана, который, кстати, издан тоже в Просвещении, имеет УМК. Это книга для учителя, это дидактика астрономии, это методика преподавания астрономии и так далее. Надо вам сказать, что у нас в стране только 3 человека защитили докторскую диссертацию по астрономии. Это Левитан, который скончался 5 лет тому назад. Это из Магнитогорска, сейчас я вспомню его фамилию, сейчас чуть-чуть попозже я вспомню. Он скончался лет 10 тому назад.
И еще один молодой человек, который тоже доктор наук, но он не по школе, а почему-то там другом, по вузам что-то. Но он школы никакого. То есть у нас сейчас ни одного доктора наук нет. Понятно, да? У нас порядка 20 всего лишь диссертаций защищено кандидатских по методике преподавания астрономии. Из них 3 только по школе, по старшей. Это Шатовская, это Галкина и, кстати, Гамулина. Шатовская работает в небезызвестной вам школе, которая постоянно там светится везде. Это 179-я, это победители всяких олимпиад и так далее. Галкина Татьяна Александровна работает в нашей гимназии, она работает только как учитель физики, она прекрасно готовит по физике, в том числе олимпиадников высокого уровня. Астрономию она не преподает и не преподавала вообще никогда. Так что та наработка, которая сделал нам Левитан и которую он нам оставил в виде своего наследия, это очень важный для нас материал. Есть специальный сайт, который посвящен методическому наследию Левитана. Вы на него можете войти и скачать там любой материал. Мы это все поддерживаем и рекомендуем. Российская ассоциация учителей астрономии. Вот и адрес Российской ассоциации учителей астрономии. Устав там звучит так, что каждый может стать членом Российской ассоциации учителей. Не обязательно учитель. Это может быть любитель, это может быть преподаватель кружка, руководитель кружковой работы. Это может быть ученый, который создает какие-то учебники и так далее. Это может быть любой, кто вот изъявит желание. Поэтому имейте в виду. Российская ассоциация функционирует с 1998 года. Это старейшая ассоциация учителей. Задачи информировать о происходящем в педагогическом обществе, о новостях астрономического образования. То есть то, что мы и делаем. Да, кстати, вот тут вот написано: организация экспертиз, мониторингов и диагностиков, конкурсов профессионального мастерства, программ различных ДПО. Слушайте, как же им это все разрешают-то? Почему же ты? Да просто потому, что когда нужно что-то делать, к кому обращаются? Обращаются к тому же Засову Анатолию Владимировичу, обращаются к тому же Сурдину и так далее. Поэтому, все члены, естественно, которые все приезжают. Кто у нас занимается международными олимпиадами? Это Господи, Гаврилов, профессиональный астроном. Так что вот, поэтому и получается, что все идет через нашу ассоциацию. Мы рекомендуем повышать свою квалификацию на определенных курсах повышения квалификации. В частности, мы рекомендуем 2 курса, которые ведет Владимир Сурдин. Это 2 дистанционных курса. Обучение бесплатное. Правда, если вы захотите получить сертификат, за него вы заплатите какую-то там очень минимальную стоимость. Я не помню, я заканчивала оба эти курса, сколько я заплатила, вот убей, я просто не помню. Но точно я знаю, что вот этот курс в Центре педагогического мастерства, он какие-то совсем минимальные, я не знаю, по-моему, 1000, что ли, я заплатила вот в прошлом году. Итак, вот здесь написано вот адрес, как туда попасть на этот курс. И курс вот дистанционный на базе МГУ. Чем отличаются эти 2 курса?
один курс Сурдин снимает фильмы. Ну, по нему сняли фильмы. Вот сегодня у нас чего-то тут вот там снимают, да, и меня куда-то там выложат в сеть. Вот это будет вот такой вот фильм. То есть они будут, здесь картиночка, да, крутится, и голос как бы за кадром, который рассказывает. Вот что-то в таком духе вот этот, у Сурдина этот курс. А второй курс – это презентация. Прекрасная презентация по всем темам. Я рекомендую тот и другой. Если у вас что-то не получится, если вы не сможете что-то где-то там снять, отснять, то, будучи членом ассоциации, вы там сможете по-другому получить информацию. Но информацию вы получите. Вот дистанционный курс МГУ, вот видеолекции идут, видеолекции. А вот дистанционные курсы Центра педагогического мастерства. Вот Владимир Сурдин читает тут курс о телескопе Хаббла. Разделы сайта Российской ассоциации учителей астрономии. Документы ассоциации, олимпиады, методика, публикации, вестники, заочная астрономическая школа, электронные образовательные ресурсы, модели анимации. Бесплатно все, конечно. Наблюдение по месяцам бесплатно, конечно, и так далее. Вот новостная лента. Вот это Чаругин сидит. Вот это сидит Петрова Елена Борисовна. Рекомендации по ресурсам. Интерактивная карта по кружкам, рекомендации по образовательным ресурсам. Так, уважаемые коллеги, сколько времени? Как я почувствовала, что прошел час. Чувствуете? Вот тут почувствовала я. Сейчас закончу. Документы, методические рекомендации, презентации о возвращении курса астрономии. Все здесь есть. Обратите внимание, вот он. Вот, видите, Чарогина учебник. Видите, вот то, что я вам показывала, методическое пособие. То есть там вы это же самое можете скачать. То есть это второй ход на те же самые методические все рекомендации и учебники. Можно было не приходить сюда, а можно было что сделать? Пойти на этот курс, и там все, не на курс, на этот сайт Российской ассоциации учителей астрономии, и оттуда все скачать, все посмотреть. Страна большая, астрономия вводится интенсивно, обязательный курс, предмет, и поэтому наша задача помочь внедрить ее. Вот методическое пособие, то, о чем я вам говорила. Так, дальше у нас пойдет после перерыва электронные образовательные ресурсы. Пока перерыв. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть индивидуальные вопросы, можно подойти и спросить.
Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Так, хорошо. Итак, электронные образовательные ресурсы по астрономии. Ну вот это электронные образовательные ресурсы. Обратите, пожалуйста, внимание, те, которые изданы давно, и те, которые имеют вот такой вот гриф, допущено министерством. В старые времена, в начале 2000-х годов, работал Федеральный экспертный совет по электронным образовательным ресурсам, и все ресурсы, которые были в школе, допускались. И вот это тоже тут вот написано на красном фоне, что это ресурс допущенный. Вот этот ресурс, планетарий, и вот этот ресурс создавался просто по гранту министерства. Поэтому все эти ресурсы, они выверены с точки зрения методики и правды. Никакой там лженауки вы не найдете. Чаще всего в редакторы я беру своего очень хорошего друга Владимира Сурдина, и он всегда соглашается быть редактором, и после его редакции уже будет все очень и очень аккуратно с точки зрения науки, поэтому я вам рекомендую. Теперь проблема. Проблема, о которой я вам говорила. Проблема в том, что все электронные ресурсы, которые у нас сейчас есть в школе, должны функционировать Windows 7 и выше. И компьютеры, которые у нас уже сейчас есть в школах, и которые есть у вас, они именно вот такого формата. Дело не в Windows 7, а в Internet Explorer с последними патчами. MS Java полностью удаляется с компьютера, причем установить ее невозможно и приводит запуск к ошибкам, чаще всего выключается. Браузеры другие говорят о том, что они не могут открыть активное содержимое, и просто хоп, и выключаются. То есть, открывая с помощью Mozilla, открывая с помощью Google Chrome, у вас это все вот оп, идет, оп, и все закрывается. Поэтому найти электронные образовательные ресурсы с интерактивными моделями не на Java, а нужно на Flash. И такой ресурс – открытая астрономия 2.7. Найти ее очень сложно. Как поступаю я? Я со своего компьютера ничего не выкидываю. Абсолютно ничего. А дальше слушайте меня внимательно. Если вы не поймете, напишите мне письмо. Я вам просто покажу, скриншот сделаю. Я вхожу в программные файлы, смотрю, где лежит этот ресурс, и вхожу до раздела, который содержит контент, а дальше вхожу в модель. И эту модель открываю через браузер Internet Explorer. Но одну модель он у меня откроет, а потом может схлопнуться. Но когда мне нужно, я делаю так. Или я все это копирую, как одну модель, отдельно на урок, и тогда открываю ее куском. Но это один из путей, который вы можете сделать. Теперь вот это у нас с вами есть открытая астрономия для Windows 8 и выше. Очень хороший ресурс, который, наверное, вам вот уже по этим картинкам вы видите, что он очень современный, красивый и красочный. Вот, например,
Это числа Вольфа, солнечные и земные связи и циклы. Бабочка Маундера. Открытая астрономия, уважаемые коллеги, фантастика, и есть в открытом доступе. 2 пути, как открыть открытую астрономию, я вам дала. Через College.ru и через мультиринг. О мультиринге чуть позже я поговорю. Задание вам обязательно открыть открытую астрономию, мультимедийный курс, который я вам рекомендую. Можете рекомендовать детям, можете на своих сайтах дать ссылочку на то, чтобы дети туда ходили, потому что там все очень выверенные определения и объяснения. Это очень приличный курс. У нас есть федеральные ресурсы, которые называются Федеральный портал информационных образовательных ресурсов. ФИЦИОР так называемый. ФИЦИОР имеет 2 адреса. Списывать их не надо. Почему не надо, я вам сейчас объясню. Потому что и один адрес, и второй адрес конкретно по физике и конкретно по астрономии, если вы загрузите, будет давать черный экран. Как черный экран? А потому что они загружают через так называемый плеер ОМЦ. А плеер ОМЦ сейчас не поддерживается современными браузерами. Что надо делать? А задание-то очень красивое, очень хорошее. А в настоящее время все абсолютно по физике и астрономии загружено на так называемый портал мультиринг. Все 1500 модулей по физике и огромное количество модулей по астрономии загружены на этот портал мультиринг. Опять кто-то фотографирует. Повторяю, девушки, еще раз. Молодые люди, еще раз. У вас все это будет. Вы сегодня только по одной ссылочке пойдете, это откроете. Что там можно найти? Какого типа ресурсы? На этом сервере вы выйдете на уроки. Уроки по физике и уроки по астрономии. И там будут лабораторные работы и практические задания. Там же будут теоретические модули, и там же будут модули контроля. Поэтому, если вам нужно что-то отконтролировать, показать, что-то сделать, рекомендую пойти на мультиринг. Следующий ресурс, который я вам рекомендую, это планетарий. Планетарий загружен на единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Это федеральный портал. И там это лежит вот под этим огромным адресом. Конечно, писать его не надо. Если у вас будет презентация, вы это просто скопируете и откроете. О планетарии, о бесплатных электронных ресурсах. Что там будет? Там будет, ну вот, например, вот как изменяется изображение Луны и как оно ближе дальше к нам, о том, что такое зодиакальные созвездия и так далее. Задание очень интересное. Вот такая красочная. У вас будет вот такой красочный ресурс.
Если что-то у вас не пойдет, пишите письмо, я вам посоветую, что надо делать. Но в каждом конкретном случае, на каждый конкретный компьютер надо смотреть, что у вас там. Основные разделы: звездное небо, Солнечная система, галактики, виртуальный телескоп, практика, учителю. Все это у вас откроется. Единственное, что у вас не откроется планетарий, потому что планетарий сделан на Java. Сам планетарий, вот эта вот красочная картиночка, она не откроется. А все остальное вы откроете, в том числе и этап уроков. Следующий ресурс. Открытая коллекция «Астрономия 10-11 класс». Интересный ресурс, который создан для учителя, в помощь учителю. Кстати, по заказу Министерства образования, когда еще было Министерство образования, а не образования и науки, для того, чтобы учителю было легче жить с интерактивной доской. Вот есть у него интерактивная доска, а типов интерактивных досок очень много. И каждый ресурс нужно под эту доску подстраивать. Я была в одной уникальной школе в Санкт-Петербурге, как раз школа информационных ресурсов, что я не помню, как-то она там называется, недалеко от Невского проспекта, это школа в Центральном округе. Школа уникальна тем, что у них в каждом классе стояла интерактивная доска своего типа. То есть где-то управляющие кнопки были наверху, где-то здесь, в других тут и в других тут. Ну ладно, учитель, который работает в этом кабинете, он привыкает к своему типу интерактивной доски. А ребенок должен вбегать в класс, смотреть, боже мой, какая же у меня сегодня интерактивная доска, и чем я буду пользоваться. То есть дети там вообще, в принципе, находились, конечно, в стрессовой ситуации. Вот для таких случаев создан вот этот ресурс. Тут все очень просто. Тут вот кликаешь на картиночку, она увеличивается. А все картиночки, конечно, очень интересные. И модели интересные. Это вот из этого ресурса. Смотрите, какая модель. И там созданы плакаты. Плакаты по разным темам. О, благодать для учителя. Открываешь этот плакат, вызываешь самого человека, который вообще никогда ничего не знает, не готовится, и начинаешь его спрашивать: ну, расскажи, дорогой, что такое Солнечная система. Он тебе, смотря на этот плакат, что-нибудь да расскажет. Все равно невозможно не рассказать, если есть эта подсказка. Вот это вот звезды. Вот это та самая тема, которая расширение Вселенной и рождение Вселенной, горячая Вселенная. Теперь следующий ресурс. Мы сейчас с вами говорим о бесплатных ресурсах. Это бесплатный ресурс российского учебника. Это так называемая Лекта.ру. Вот в Лекта.ру дальше Атлас плюс. И смотрите дальше. Там есть такие интерактивные задания. Чаще всего это по географии, но будут появляться и задания по астрономии. Теперь то, чего я вам говорила, что через какое-то время у нас с вами будет маленькая разминочка. Итак, уходим отсюда. Разминка.
Сейчас я прошу вас писать. Все берут и в своих листочках пишут. Что надо писать? Вот здесь первый вопрос, а дальше варианты ответа А, Б, В и Г. Вы пишете так, как вы считаете нужным. Я диктую последним рядам, если что-то они не увидят. Почему солнце на закате краснеет? Первый вопрос. Варианты ответа. А. Солнечный свет испытывает в атмосфере красное смещение. Б. Атмосфера поглощает и рассеивает в основном голубую составляющую солнечного света. В. Солнце краснеет только в регионах с плохой экологией из-за вредных выбросов. Г. На закате температура солнца снижается. Написали? Замечательно, переходим к новому вопросу. Вопрос 2. Почему зимой холодно? Два варианта ответа. Пишите 1 тире и свой вариант ответа. А. Из-за наклона земной оси. Зимой земная ось отклонена от Солнца, и мы получаем меньше света и тепла. Вариант 2. Из-за удаления Земли от Солнца. Зимой Земля проходит по дальней от Солнца части своей орбиты и получает меньше тепла и света. Записали? Замечательно. Реникса. Реникса – это ложные идеи. Вы должны здесь писать следующим образом. Вот третий вопрос, а дальше вы пишете либо да, либо нет. То есть цифра 3, а дальше пишите да или нет. Итак, 3. Темная сторона Луны никогда не видна с Земли. 4. Да или нет? Смена дня и ночи вызвана вращением Земли вокруг Солнца. 5. Да или нет? В прошлом Вселенная была очень горячей. 6. Международная космическая станция движется в атмосфере Солнца. Земли, извините. 7. Да или нет? Земля движется в атмосфере Солнца. Ну а теперь я даю ответы, а вы проставляете себе баллы. За каждый правильный ответ проставляете себе балл. И говорите, ежели вы самые умные, у вас будет 7 баллов. Ежели вы не совсем умные, у вас будет 0 баллов. Так что от 0 до 7. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, что зимой солнышко у нас в перигелии, а летом у нас солнышко в афелии. И этот номер о том, почему зимой холодно, так просто не пройдет. То есть именно из-за наклона земной оси у нас зимой она отклонена от Солнца. Так, теперь первый вопрос. Почему Солнце на закате краснеет? Конечно, атмосфера поглощает и рассеивает в основном голубую составляющую. Вот, в июле самая удаленная часть, в январе у вас самая близкая. Кстати, именно поэтому вы своим детям можете объяснить это так. Почему южное полушарие? Зима там намного более суровая, чем у нас в северном полушарии.
А потому что мы ближе к Солнцу, у нас больше энергии поступает. А там недаром Антарктида-то, да, понимаете, да? Теперь, а лето? А лето у нас более холодное, а там лето более жаркое. Хотя все думают иначе. Теперь темная сторона Луны. Видим ли мы темную сторону Луны? Конечно, видим. Как? А вот это называется пепельный свет Луны. Мы видим темную, мы обратную не видим сторону, а темную эту сторону мы видим. Теперь по поводу высоты, на которой летает МКС. Примерно это 400 километров. То есть он летает в термосфере, а выше идет экзосфера, та, которая простирается до 1000 километров. Поэтому МКС летает внутри атмосферы Земли. Теперь по поводу, где находится наша Земля. Ну-ка я такой блиц-опрос сделаю. Скажите, пожалуйста, кто считает, что Земля находится внутри атмосферы Солнца? А кто считает, что Земля не находится внутри атмосферы Солнца? Два человека. А значит, у всех остальных мнений нет. Замечательно. Господа, Земля находится внутри атмосферы Солнца. А что такое атмосфера Солнца? Есть внутренняя корона и внешняя корона. И вот внешняя корона-то, мы там и живем. Помните 6 сентября, как Солнце выплюнуло огромный сгусток чего? Протонов. Ну и, конечно, средства массовой информации отличились в этот день. Мы, астрономы, мы так радовались, наконец-то. По всем программам центрального телевидения они себя измазали дегтем. Они сказали следующее. От Солнца сегодня полетели тяжелые протоны. Вы извините, пожалуйста, а разве масса протонов может изменяться? О чем была эта фраза? Но дальше они только усугубили. Причем это нельзя сказать, что это только вторая программа или это первая, по всем программам. Видимо, ТАСС им дала, и они все прям прочитали, чего-то им дали. Они же не понимают, чего это они читали, диктор. Такая вспышка на Солнце произошла из-за того, что магнитное поле Солнца имеет другой заряд. Точка. Какой заряд? Магнитный? Вы представляете? Другой магнитный заряд. Вообще, о чем люди пишут и какие тексты они дают дикторам, это... Люди, конечно, верят. Когда астрономии долго не было в нашем государстве, они считают, что раз по центральному телевидению сказали, значит, летят тяжелые протоны. Ой, у нас было частное солнечное затмение, я сейчас не помню, какой год, 15-й, по-моему, год. У нас по всей европейской территории было хорошее частное солнечное затмение. И центральное телевидение сказало, сегодня будет солнечное затмение, которое мы рекомендуем вам наблюдать в 21 час. Ребят, о чем вы говорите? Какой 21 час? Солнце за горизонт сядет в это время. Какое солнечное затмение? Там солнечное затмение, они что думали? Что они этим хотели сказать? Что чаще всего по всем
Не только вот по первой, а первая, вторая, пятая, потом идет какая у нас там, вот где читают вот информацию, там вот по 24-му каналу, бу-бу-бу, одно и то же они же читают. Так, ну ладно, теперь давайте. У кого 0 баллов? Нет таких. У кого 1, 2, 3? Бышев, поднимайте руки. 4. Держите, держите руки, держите. 5. Так, 6. Все проверили. 7. О! И 1 у нас ответил все правильно. Ура! Ну вот такие какие-то блиц-проверки вы можете устраивать со своими детьми. Правильный ответ. Все? И у вас все. Значит, 2 человека правильно. Профессионалы. Эта презентация с этой разминочкой у вас тоже будет есть. Так что не беспокойтесь, она у вас есть. Итак, то, что я вам обещала. Мне нравится автор, дама такая, Чернобай. Мне нравится, как она составляет технологические карты урока. Вы понимаете, что технологических карт урока десятки и десятки можно придумать. И если вас администрация будет требовать вот только по А писать, то она не права, потому что можно и так, и так, и так, как хотите. Вот эту технологическую карту, она в электронном виде у вас, поэтому заполнять ее очень просто. Организационная структура урока, организация и самоорганизация учащихся в ходе дальнейшего усвоения материала, организация обратной связи, практикум. Видите, то есть это все-таки рассчитано на то, чтобы была физика и астрономия, проверка полученных результатов, подведение итогов, домашнее задание. Ну и как вот заполнять, например, общую часть. Вот урок 1 по учебнику Чаругина. Введение в астрономию, структуры и масштабы Вселенной, далекие глубины Вселенной. Метапредметные результаты. Формулировать понятие предмета астрономии, доказывать самостоятельность и значимость астрономии как науки. Предметные. Получить представление о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Применять понятие «видимая Вселенная», знакомство с масштабами, характеризующими свойства небесных тел. Личностные. Обсудить потребности человека в познании как наиболее знаемой, ненасыщаемой потребности. Решаем учебные проблемы. Обучающие знакомятся с теми небесными телами и объектами, в которые они будут потом изучать на последующих уроках астрономии. Основные понятия – взаимосвязь и взаимовлияние астрономии и других наук. Используемые средства ИКТ, презентация в PowerPoint и облачные технологии. Методическое назначение средств ИКТ, повышение наглядности. Все, достаточно, первый лист вы заполнили. Теперь то, о чем я вам говорила. Тестирование прошло в Москве для желающих школ. Они сами на сайте МЦКО, Московский центр качества образования, заполняли
такую желательный лист, что мы хотим тестироваться. И тестирование проходило 5-6 класс и 10 класс. Ну вот, что такое созвездие, например, с вариантами ответов. А какие небесные тела изображены на фотографиях? В электронном виде проходило, поэтому там были и движущиеся объекты. Когда началась космическая эра? 4 октября. Во втором варианте, когда отмечается День космонавтики. Ну вот эти даты были выбраны. Есть так называемые всероссийские проверочные работы, в том числе для начальной школы. Там следующие ошибки, которые я заметила. Как называется остывшее небесное тело? Варианты ответа: комета, метеорит, планета. А мой ответ такой: да все остыло. Все остыло со времени формирования Солнечной системы, остыло все. Точка. Задача 2. Как называется каменная масса, падающая на Землю из межпланетного пространства? Комета, метеорит, планета. Вот и я тоже говорю. А что, метеориты у вас не бывают железные? Бывают железные. Вариант ответа. Видимо, тот, кто писал этот тест, он учился по учебнику, я не знаю, там, конца 90-х годов и написал, сколько планет вращаются вокруг Солнца. Варианты ответа: 7, 9, 11. Правильный ответ 8. Самый крупный астероид. Они предполагают, что Церера. Мой ответ: Церера – карликовая планета. После 2006 года ее из астероидов убрали. Тут они тоже отличились. Метеорный дождь наблюдается в результате усиленного падения метеоритов вследствие прохождения Землей метеорного роя. Автор текста не понимает, что метеор – это явление, а метеорный дождь может не совпадать с падением метеорита. И тут мы приходим и открываем учебник Чаругина. И что же у нас учебник Чаругина пишет по поводу метеора? Он четко не написал в учебнике, что метеор – это явление. Это не что-то материальное, вот можно взять и подержать в руках. Это явление. А дальше он там же пишет про метеороид. И у ребенка неправильно в мозгах все на полочке ложится. Вот метеороиды – это в открытом космическом пространстве. Метеор – это явление. А то, что лежит на поверхности Земли ли, Марса ли, Луны ли – это метеорит. Вот на эти моменты, конечно, нужно обращать внимание. Это из всероссийской проверочной работы тоже. Так, секундочку. Так, господа, мы переработали, что ли? Вот у меня почему-то тут 14-12. Это... А? Почему до половины? Мы до половины? Поняла, все, поняла.
Так, все поняла, извините. Так, на данном рисунке планеты размещены в порядке уменьшения их массы. Какими цифрами обозначены планеты, которые в Солнечной системе расположены от Солнца дальше, чем Юпитер? Ну, дальше, чем Юпитер, 3 и 4. 2, 3, 4. Значит, Сатурн, Уран и Нептун. И вот мы так и отвечаем. 2, 3, 4. Вот что-то аналогичное будет у вас на таких проверочных работах. На данном рисунке планеты размещены в порядке уменьшения их массы. Какими цифрами обозначены планеты земной группы? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. На данном рисунке планеты размещены в порядке уменьшения их массы. Какая планета обозначена цифрой 5? Земля. Итак, вот сейчас я подхожу к концу этой презентации. Дальше, после перерыва, я вам буду показывать уроки и тот материал, который у нас лежит в другом облаке. Посмотрите, пожалуйста, и сейчас я даю вам адрес вот этого облака. И если вы спишете что-то не так, то пришлите мне письмо. Обратите, пожалуйста, внимание, что диск Яндекс дают заглавные буквы. Можно подойти. Можно подойти, можно скопировать, рекомендую. Подойти, скопировать. Это единственное то, что вам надо. Теперь еще. Все материалы размещены в облаке вот по такому ресурсу. Итак, это уроки, а это материалы. Повторяю еще раз. Если у вас что-то не получится, пришлите мне письмо. Мой адрес. Верну. Мой адрес. Как слышите, так и пишите. Гомулина. Яндекс.ру. Вот то, что кто не успел. Чего, уроки вернуть?
человек, слушайте внимательно, молодой человек проверил и не смог войти. Я дала ему по его электронной почте доступ, и он сказал, что я согласился. Теперь войти можете? Ну, вошли. Какой почты Яндекс, если вы мне даете Mail.ru? Так, вы все путаете, молодой человек. У вас диск на Яндексе. И другому ресурсу, моему, а не к вашему. Вот я второй раз скопировала, и второй раз у меня идет та же самая ссылка. Поэтому если у кого-то что-то не получается, это его проблема, а не мои.
Стоп. Что значит нет? 24-я задача. Да нет, вы нас не поняли. Пособие, которое вышло по авторством Демидовой, 24-й задачи нет там варианта. Вернее, задача есть, но Но она она не остановлена. остановлена, да. Она не включена. Нет, но Поставили. она же сказала сама на повис, что ресурс по астрономии пойдет только после Нового года. Да, да, да. Поэтому она может быть свою Она пособие не обязательная к 18 даже не будет, поэтому и нет. В 12 будет 24-я задача. Пришлите мне любовное письмо, я вам пришлю 5 задач. У нас 14 есть. Пособие одно уже вышло из 14 задач. да, там Да. есть 14. Мы уже разобрали. 14 задач типа 24. Да. Пришлите мне, пожалуйста. Вот так должна быть у тебя. Сейчас посмотрю. Она дома говорит. Да. Давай стоим. Сейчас 17-18. Ну да. Обязательно. Нет, она сказала сама по физуроку, что говорит, туда материал хоть вы же говорит, там был задан вопрос учителям, говорит, а как же астрономия и все, я здесь она сказала, открывайте это, как его, федеральный этот, 2004 года, там астрономия. Там астрономия есть. Учебники у вас есть, мы за рамки учебника не выходим. Учебника 11 класса, а не учебника астрономии. Да, программа. Учебник 11 класса. Так же есть. Там все это есть. Вот, И в она и 9 есть, и в 9 вот на этой основе она и составила. Да, да, да. 14 вариантов было. Но на самом деле не на основе. Ну, немножко выходит. И потом она, когда вот этот вопрос вот там задал, она очень все. Так, ну давайте я тогда начну с вашего разрешения. И тогда буду вас уже тогда выпускать, да? Я говорю, отвечаю на вопросы, я могу отпустить, да? Тогда я вам приду домой и на почту отправлю электронную версию этой книжки. Хорошо? А я вам большое Хорошо. любовное послание будем переписывать? Дружить семьями. Итак, более подробно я хочу проговорить про УМК по астрономии Виктора Максимовича Чаругина. Вот по этой прекрасной книге, которую вы можете скачать. Из приказа Миноборнауки мы знаем, что это включено в федеральный перечень. Виктор Максимович, доктор физмат-наук, профессор. Вообще-то он физик, он не методист. Методист он, если честно, не очень. Но это человек, который очень много лет преподавал астрономию, в том числе в ВУЗе. Со школьниками он работал, я сейчас расскажу то, чего здесь нет. Он работал с талантливыми детьми по астрономии во Дворце пионеров и школьников. Но не та, которая на Ленинских горах, а в другом филиале, это на Шаболовке. Какие ключевые преимущества считают авторы? Авторы – это издательство в том числе. Новый формат, современный, большое количество полноцветного иллюстративного материала. Можно найти информацию о сложных астрономических явлениях. Особое внимание уделяется современным достижениям науки. В состав УМК входит учебник плюс электронная форма, методические рекомендации. Скоро будет создана тетрадь с задачами и тетрадь практикум. Это он готовит именно в этом году. Здесь идет информация о том, что должно представлять из себя современный УМК. Особое внимание уделяется современным
достижениям в области астрономии и в первую очередь относится к открытию ускоренного расширения Вселенной и большого числа, открытию экзопланет, которые похожи на нашу Землю, что ведет, в принципе, к скорейшему открытию внеземных цивилизаций. Так, а я и не знала, что издательство украло мой рисунок. Ну ладно. Так, подробная навигация по учебнику. Вот про навигацию я уже говорила по этому кадру. Основное содержание – это в параграфах, дополнительные источники информации, в том числе интернет, и книги, которые рекомендует автор. Дискуссионные вопросы и очень, кстати, сложные, на которые с трудом можно ответить, можно найти в этом учебнике. Кстати, по большому секрету открываю вам. Вчера у нас был День науки вчера, и приезжал Ковалев Юрий Юрьевич, тот, кто руководит у нас в стране знаменитым радиоастроном. Радиоастрон – это проект, который в космосе летает. И он по секрету сказал, что на вопрос, можно ли увидеть темную сторону Луны, ответил, что нельзя. Но он перепутал обратную и темную. Так что профессиональные астрономы и доктора физмат-наук тоже не всегда отвечают правильно. Я просто от тому, что наука астрономия – это такая наука, которая, не сразу человек готов понять. Рассказываю еще один случай. Не буду говорить фамилию, просто нехорошо. Доктор физмат-наук, сотрудник Государственного института имени Штенберга, приезжает в Австралию на научную конференцию. И на ресепшене заказывает: мне, пожалуйста, номер на юг. Была зима, и он хотел погреться на солнышке. Смотрит, а там чего-то никак нету, и нету солнца, и нету в номере солнца, нет. Потом он вспоминает: боже мой, я же в южном полушарии. Зачем я сказал на юг, мне нужно было на север? Вы понимаете, да? То есть вот это северное и южное полушарие не каждый человек сразу, ребенок может понять. Ничего страшного, профессиональные астрономы тоже ошибаются. Формат учебника. Личностные результаты. Метапредметные результаты. Методическое пособие. Значит, уважаемые коллеги, вот метапредметные личностные результаты. Значит, описано ли в издательстве «Просвещение» об этом? Есть, как вы видели. Так, открываю другой источник. Источник называется «Рабочая программа». Обратите, пожалуйста, внимание, рабочая программа КУМК Воронцова-Велиминова и Страута. Это издательство «Дрофа» издано, сейчас посмотрим, в каком году, в 1917 году. Читаем. Страут, 17-й год. Рабочая программа. Так, кто не знает, тому напоминаю, Страут скончался, и он
не мог это дело написать. Читаем. Пояснительная записка. Может быть, он и написал ее когда-то, но читаем дальше. Личностные результаты. Дальше, смотрите, идет регулятивные универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия. Когда у нас это появилось? Да. Когда? Ну, вы понимаете мои сомнения о том, что это не Страут написал? Вы понимаете, да? Страут написал все, что дальше. Вот все, что глубже, это явно Страут написал. А вот предыдущую, я не знаю, кто там, Кушнаренко или кто там, я не могу сказать. Вот это он дальше все сам написал. Жизнь тут вот, во Вселенной, выпускник чего тут сможет, содержание курса, это все вот это. Теперь я хочу сказать, ой, как интересно. Ага, а вам нужно будет писать рабочую программу. Вот она, где рабочая программа, вот она в электронном виде. Вот вы ее вот так вот берете, копируете и отправляете к себе. Так, теперь следующее. Урок первый. По учебнику Чаругина. Как я уже говорила, там о структуре, масштабах Вселенной и о предмете астрономии. Но мне кажется, что ребенок, когда пришел на первое занятие, а я учитель, я что хочу, то и делаю, вы понимаете, да? Что хочу, то и вставляю в первый урок. А у него там одно, да, а я хочу другое. Вот я захотела следующее. Я вам просто показываю, а потом, когда мы все закончим, вы можете уходить домой. Я говорю о том, что изучает наука астрономия. Я считаю, что на первом уроке это мы обязаны детям сказать. И обязаны акцентировать внимание на то, что изучает физическую природу небесных тел и фундаментальные свойства окружающей нас Вселенной. Обязательно приведу пример, какие астрономии направления бывают в современном мире. Сразу расскажу о расстояниях, какие будут ждать наших школьников. Что такое световой год? Обязательно расскажу. И расскажу о роли наблюдений. Что наблюдение – это основной источник информации. Но наблюдение не только в видимом диапазоне, но и во всем диапазоне. И кроме этой шкалы электромагнитных волн, сейчас еще и гравитационные волны и нейтрино. Это тоже надо указать. Обратите внимание вот на эту картинку. Эту картинку я рекомендую вам, такую шкалу электромагнитных волн для уроков астрономии. Здесь сразу радиотелескоп, здесь сразу излучение в инфракрасном диапазоне гигантского молекулярного облака, и здесь сразу гамма-телескопы. Дальше я буду говорить о современном наблюдательных данных. И покажу картиночки, которые могут заинтересовать ребят. И рассказать, какие обсерватории работают в оптическом диапазоне, в том числе из космоса.
о том, что ремонтировали Хаббл, и после ремонта вот так качественно улучшились фотографии небесных объектов. Расскажу про открытие Хаббла. Кстати, ребята спрашивают, а каким образом установлен точный возраст Вселенной? Как? И тогда я расскажу, зачем вообще посылали Хаббл. И что Хаббл был создан для того, чтобы наблюдать вспышки сверхновых. И по вспышкам сверхновых находили это. Ну, а рождение звезд и падение кометы – это только плюс для данного прибора. Ну и то, что наблюдал Хаббл. Вот такие красивые картиночки я покажу. А дальше буду рассказывать о всеволновой астрономии, о гамма-источниках, о рентгеновских источниках, о том, что Чандра, несмотря на то, что она была запущена 18 лет тому назад, до сих пор работает, и слава Богу. И что там совсем не тот телескоп, и нету никакого ни объектива, ни окуляра. Да, вот это вот очень детям нравится. Рука. Рука. В рентгеновском диапазоне видна рука. Остаток после вспышки сверхновой, черные дыры в центрах. Вот на таких снимках дети начинают смотреть, как изменяется вот видимый диапазон так, а в рентгеновском диапазоне другое. И начинают смотреть разницу между наблюдениями. Дальше инфракрасные лучи. И тут я показываю им картинки, которые, знаете, такой радостный шум идет по аудитории. Вот что такое инфракрасная астрономия. Да? Вот мы наблюдаем вот в таком диапазоне вот живые существа вот так. А как галактики? А галактики вот как. И мы видим, что в видимом диапазоне одно, а в инфракрасном диапазоне другое. И тогда видим, что вот эти два объекта, оказывается, совершенно оказались разными. Это у нас больше в ультрафиолет, а это в инфракрасный диапазон. То есть у них разная физическая природа этих объектов. А в видимом диапазоне мы этого не видим. Ультрафиолетовые лучи. Какие сейчас работают? Вот этот уже прекратил работу и другие. И долго останавливаюсь на этом телескопе спектра ультрафиолет. Был план с 2016 года, но в 2014 году американцы прекратили поставку в Россию кое-чего для данного зеркала. Тех материалов, которые защищают от ультрафиолетового излучения и от гамма-рентгеновского диапазона. Они сказали, что эти материалы входят в запрещенные, а у нас сейчас борьба с Россией, и поэтому наложили санкции на эти материалы. Но мы вышли из этого положения следующим образом. Мы заказали это у Испании. И теперь этот спектр ультрафиолет будет запущен, по-видимому, в 2019 или в 2020 году. И какие страны это делают? Испания и Германия. Так что страны Европы, они не очень-то подчиняются, если честно, Соединенным Штатам Америки. Ну, вот так выглядит наш этот работа над этим, то, что мы будем запускать. И, по-видимому, это будет намного лучше, чем Хаббл. То есть это наш ответ Хабблу. Интеграл. Интеграл до сих пор летает и регистрирует гамма-лучи и жесткое рентгеновское излучение.
И никаких там окуляров или объективов нет. Вот что. Вот он, гамма-телескоп. Ящик. Ящик, в котором находится большое количество тех счетчиков гамма-излучения, которые лежат под разными углами. И вот что он регистрирует. И расскажу о СОХО и о тех космических обсерваториях, которые есть у нас в космосе. СОХО, солнечная орбитальная обсерватория, ну вот она немножко больше, чем школьный автобус. И можно рассмотреть 24-й цикл солнечной активности, который сейчас идет, и пронаблюдать вот через тезис, как магнитные бури распространяются и как магнитосфера Земли возбуждена или нет. Число Вольфа подсчитать. СДО. С 2013 года работает ГИА и регистрирует. Так, это у нас модель не хочет работать. Это работает, вспышка сверхновой. Детям это все нравится. И вот вспышка сверхновых может светить, как вся галактика. Вот видите, вот галактика, а вот вспышка сверхновой. Типы сверхновых могу рассказать. И каким открытием готовится астрономия. И обратите внимание, и здесь как раз то, чего есть у нас в том стандарте образования, который министерство представило нам в июне. Там написано было о темном веществе и о темной энергии. И что мы можем об этом сказать? А мы об этом скажем, что астрономия готовится к этим открытиям, потому что, конечно, мы пока не знаем, что это такое. И больше-то ничего и не надо говорить. Мы можем сказать, что у нас огромное количество процентов среди всего именно в этом заключается, а то, что видимое, вот мы с вами, вот протоны и видимое излучение, это доли. Ну, вот таким вопросом готовится. Вот такую презентацию я вам подготовила, она тоже есть на диске. Так, теперь это не то. Разминка не то. Это не то, значит, ну все, наверное. Так, что еще? Вот. Лабораторные работы. По поводу лабораторных работ. – 35-36 часов. О каких лабораторных работах говорит Наталья Николаевна? У нее что, в голове, что ли, туман? Но ведь преподавать астрономию-то можно по-разному. Вот одна из лабораторных работ, которые я предлагаю детям. Это то, что я даю детям. Дети сверху подписывают фамилию, класс. Я вам просто вот прям целиком вот этот даю. Дальше здесь у вас есть это классификация галактик по Хабблу. Типы галактик, что, какое население и так далее. Дальше физические характеристики галактик и порядок выполнения работы. У них будет презентация, и они должны сюда вписать, какая галактика спиральная, какая эллиптическая, какая неправильная. Обратите внимание, в начале урока раздается этот материал. Дальше учитель показывает презентацию. И дети, они вас не отпустят, пока они все
эту клеточки не заполнят. Они заставят, если у них чего-нибудь не хватает, они еще раз подойдут и еще раз посмотрят. Дальше. Они точно должны написать, где интенсивность звездообразования, высокая или низкая. Так, а как они это могут определить? А вот здесь написано, как. Галактики очень сильно отличаются друг от друга по интенсивности происходящего в них звездообразования. Но количественно сравнить темпы образования в звездах задача непростая. Здесь используют 3 наиболее надежных признака. Во-первых, это цвет галактики. Молодые массивные звезды делают более голубыми. То есть там, где идет процесс звездообразования интенсивный, там цвет галактики голубой. Вспомним, мы сегодня смотрели Мессие 51. Вверху был голубой участок. Там было больше молодых звезд или меньше? Больше. А там, где больше инфракрасного излучения, там были более старые звезды. Замечательно. Поехали дальше. Во-вторых, яркость свечения газа и оптических спектральных линий, которые возникают при облучении газа ультрафиолетовым светом молодых звезд. И в-третьих, мощное излучение теплой межзвездной пыли. И сразу могут дети сказать, где у них излучение больше и где меньше. Они должны найти кольцеобразные и взаимодействующие галактики. Смотрим, что здесь есть. Изображение галактик. Это та презентация, которая показывается к данной лабораторной работе. Учитель показывает NGC 1320. Какая галактика? Хором. Спиральная. Дальше. Какая галактика? Эллиптическая. Какая галактика? Спиральная. Видите, вот темная полоса полевая, спиральная. Это какая? Спиральная. Это неправильная. Кстати, вот это вот, вы видите, вон какой взрыв идет, да? Это какая галактика? Спиральная. Это эллиптическая. Это спиральная. Это неправильно. Малое Магелланово облако. Это неправильно. Кстати, у неправильной, смотрите, сколько голубых. Значит, там идет интенсивный процесс звездообразования. Это эллиптическая. Это эллиптическая. Скажите, пожалуйста, эллиптические галактики, в них много каких звезд? Молодых или старых? Старых, она красная. И так далее. Это эллиптическая или неправильная? Неправильно. Молодых звезд много. Процесс звездообразования идет интенсивно. Вон как подсвечено. Видите, как подсвечено, да, интенсивный. А это какие галактики? Взаимодействующие. Это кольцеобразная. А это кольцеобразная. Обратите, пожалуйста, внимание, сколько здесь у вас произошло вспышек сверхновых. Вон какое количество у вас подсвечено межзвездного вещества голубым цветом. Какие галактики? Взаимодействующие. Какие галактики? Это кольцеобразное. Тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот эти галактики можно в характеристику Хаббла-то вставить или нет? В классификацию нет. А почему тогда Хаббл-то их не изучал? Да он о них не знал, потому что их потом только открыли. Открыли через 20, 30, 40 лет после того, как он свою эту классификацию придумал. И слава Богу, что не могли открыть. Та классификация очень простая, а эти очень сложные объекты. Посмотрите, какая. Это не спиральная, это кольцеобразная. Посмотрите, какие вспышечки у вас были сверхновых, и как они подсвечивают у вас все эти межзвездное вещество. Это взаимодействующее. Это вообще колесо телеги.
Это кольцеобразная галактика. Две взаимодействующие галактики. Хвост галактика. Ну вот теперь вы поняли, каким методом можно изучать галактики. Скажите, пожалуйста, после такого урока могут ли дети забыть, что такое галактики? Нет. Вот и метод вот я вам просто дала. С одной стороны, он в концепцию Чаругина входит до этого учебника. Правда ведь? Наша задача как учителя, мы можем разные формы предложить. Учебник – это одно, а те формы, которые мы можем предложить учителю, это совсем другое. Вот, пожалуйста, у вас такая практическая работа. Вы можете ее спокойно сделать, вы ее и при мне все сделали. Сейчас вы сидите там, заполнили, фамилию написали, задали, весь класс 5 получил. Да ради бога. Вот здесь вот, ну, как нет? Черная дыра. В центре нашей галактики одна, а в центре Месье 31 две черных дыры. Доказано, 2 черных дыры. Так, вопрос. Так, что еще показать что-нибудь? Нет, ну полезно, коллеги. Полезно, интересно. Сейчас посмотрю, если еще что-нибудь есть. Тут написано было, что там не поддерживается. Тут у меня несколько моделей, а написано, что этот компьютер не обучен, не поддерживается. Ну ладно. Вы можете вот такие презентации в сети найти. Некоторые презентации Иванов, Петров, Сидоров переделывает, убирают мою фамилию, срочно делает чего-нибудь свое и считает это за свое. Но любой автор свое-то всегда вспомнит. Итак, Млечный Путь – наша галактика. Черная дыра в центре галактики. Наша галактика в различных диапазонах длин волн выглядит по-разному. Вот это излучение атомарного водорода, это угарного газа, это галактика в радиодиапазоне, это в инфракрасном, в гамма-диапазоне. И в других еще диапазонах в радиодиапазоне. В ближней инфракрасной области. Инфракрасное излучение. Большое Магелланово облако, кстати, вот это пятно. Вот оно, пятно в рентгеновском излучении. Вот оно. Это рисунок. Наша галактика является гигантской спиральной галактикой. Это рисунок. Рисунок по мотивам тех кадров, которые вы видели в предыдущей презентации. Обратите внимание, там были только реальные изображения галактик. Ну, тогда другой немножечко нюанс. Как правильно говорить? Фотография галактики или изображение галактики? Как правильно говорить? Фотография Юпитера или изображение Юпитера? Изображение. Вы физики, вы знаете о том, что фотографий-то нынче нет, а есть изображение. Дети ваши могут не понимать, что такое ПЗС-матрица. Тогда я прошу всех детей положить на стол телефоны, можно взять, и говорю им, что вот это ПЗС-матрица, и она здесь 1 или 2 миллиметра. А в современном телескопе ПЗС-матрица огромная, большая, от вот такой до вот такой.
И, естественно, стоимость телескопа – это и стоимость вашей этой самой ПЗС-матрицы. И ПЗС-матрица в современном телескопе находится при температуре, например, при температуре минус 135 по Цельсию. Тогда можно к этой ПЗС-матрице близко подходить? Ответ – нет. Когда работает телескоп, близко астроном к телескопу не подходит. Он только работает через удаленный доступ, через интернет. Это рисунок, как я уже повторяла. И вот это объекты, реальные изображения объектов нашей галактики, которые у нас видны. Рассеянные звездные скопления, шаровое звездное скопление, эмиссионные туманности, глобулы Бока, темные туманности, шаровые звездные скопления. Кстати, шаровые звездные скопления много старых красных звезд. А если мы берем рассеянное скопление, например, Плеяды, Месье 45, там молодые голубые звезды. Массу галактики можно оценить по вращению ее частей. Если предположить, что вращение идет по окружности, а вся масса галактики сосредоточена в центре, составляем уравнение, находим, что масса центральной части пропорциональна РВ квадрат, деленное на G. Чем больше скорость, тем больше масса. Постоянного Хаббла. Наша галактика имеет перемычку бар и находится примерно между вторым и третьим рукавом. Аналог нашей галактики Месье 109 или NGC 3992. Вращение нашей галактики происходит следующим образом. Не в противоположную сторону, а вот именно так. Эту модель вы можете показать ребятам. Ну, что показывают исследования галактики, что там есть черная дыра. И вот доказательство о том, что в центре нашей галактики находится черная дыра, оно было сделано по наблюдениям, которые проводились более 10 лет. Уважаемые коллеги, я попрошу вас поднять руки, которые вот это видят не первый раз. Что все первый раз? Что только 2 человека это видело? Тогда рассказываю более популярно и более долго. Вот здесь вот сейчас появится, вот в 1993 году начались эти наблюдения. И все звезды вращаются вокруг вот этого центра, вращаются по эллиптическим орбитам, по законам Кеплера, естественно. И мы видим вот эти все звезды. А вот этот центр мы не видим. Как мы можем оценить массу этого центра? Массу того, что находится в центре, мы можем оценить вот по этой формуле. Из наблюдений мы видим скорость, по которой вращается галактика. Из наблюдений мы видим радиус, не галактика, звезда, мы видим радиус, по которой вращается звезда, и оцениваем эту массу. Эта масса оказалась несколько миллионов солнечных масс. Смотрим еще раз. Итак, несколько миллионов солнечных масс сосредоточены в этом центре. Но мы-то видим звезды обычные, и они светятся, а миллионы масс не светятся. Тогда вокруг пустого места вращаются звезды, которые мы видим. Следовательно, внутри находится черная дыра.
Это не что иное, как доказательство наличия черной дыры. Вот оно, реальное. Эти наблюдения были продолжены. У меня есть еще, ну, здесь нету, у меня есть данные по другим годам. Вот здесь вот у нас сейчас вот 98-й, 99-й, вот 2006 и заканчивается. А у меня есть еще немножко позже данные. И вот нашли, что в центре нашей галактики черная дыра. Если мы посмотрим методами исследования в радиодиапазоне, мы увидим, что вот такие вот шлейфы, такие вот какой-то материи находятся вокруг нашей галактики. И что наша галактика в каком-то находится в темном каком-то галу, как бы. Вот это можно найти. Ну что, еще что? Это у вас все там есть. Вот это у вас все там лежит. Это я вам все положила. Чего? Вы знаете, вот молодой человек тоже, он подходил ко мне и сказал, что в телефоне не открывается. Я ему сделала следующее. Я не знаю, почему через телефон у вас не открывается. Может быть, у вас телефон не открывает слишком большие ресурсы. Может быть, через компьютер у вас это откроется. Но послушайте дальше. Может быть, у вас еще какая-нибудь проблема. Эти проблемы все решаемые. И я ему тут же дала допуск через Яндекс.Диск, и у него все вышло. Путь к решению данного вопроса следующий. Прислать мне письмо, но написать: я из Сыктывкара. Вот дайте мне, пожалуйста, то-то и то-то. Я сидела у вас на семинаре, какой сегодня, 6-е? 5 октября, и я пойму, что вы хотите. И я вам дам, дайте мне то-то и то-то, и я вам пришлю то-то и то-то. Если вы мне напишете, что я хочу вступить, и анкету пришлете заполненную, то вы получите допуск на другие материалы. Вы понимаете, материалов-то много, фильмов много. У меня огромное количество фильмов НАСА, фильмов с Хабенским и так далее. Все это можно прислать вам, все ссылки. Какие еще вопросы есть? Переваривайте. Переваривайте, уважаемые коллеги. Вы можете больше. Наталья Николаевна, вот очень хочу какую-нибудь модель вот про это. И я вам ее пришлю. Мне что, жалко, что ли? Анимацию какую-нибудь могу прислать. Ну, вам нужна какая-нибудь анимация вот по такому-то вопросу. Ну, нужна, мы пришлем, если она есть. Или я могу ссылку куда прислать, где она лежит. Еще какие проблемы? Нет, уважаемые коллеги, я сегодня уезжаю. Да, сегодня я уезжаю. Улетаю прямо сейчас. Да. Не поняла? Так. И нам сказали, что это вообще-то в его трудах не найдено, что это его система. Во-первых, кто вам сказал? Во-вторых, пришлите мне ссылку на это. Я это прочитаю и пойму, о чем тут речь. Так я понять не могу. Ну, понять просто не могу. У нас, собственно говоря... Сейчас, подождите, сейчас, секундочку, сейчас. Мифы и заблуждения в науке о Вселенной. Сурдин. Так, как тут работать с этим? Сейчас поймем. Вот. Ну, во-первых, вот
том, чем я говорила вам сегодня, о том, что зима и лето в разных полушариях, они по-разному. Ближе всего 3-4 января наша Земля находится к Солнцу. Теперь вот следующее. Вся масса заключена в Солнце, а наши планеты, вот они реально какие. И наша Земля, вот она третья. Это не то, что крошка, это вообще непонятно чего по сравнению с Солнцем. Ну, это Луна, да? Фаза Луны. Как Луна, яркая или не яркая, сияет на небе. Можем ли мы видеть лишь половину лунного шара или нет? Или мы видим больше или меньше? Вообще-то это горизонтальный параллакс, и на самом деле мы видим больше. Вот это новые гигантские телескопы, и вот это вот челябинские болиды. Вот самый интересный вопрос такой: какой самый большой метеорит в 21 веке? Какой? Вот это тот пример, когда и дети слушать не могут. Она сказала аризонский, а коллега сказала, ну только же, извините, в 21 веке-то. Ну в 21 веке какой самый крупный? Челябинский. Вот попробуйте детям это задать. Ведь никогда в жизни не ответят. Они слышат-то тоже не то, что надо. Я, кстати, ответила Сихотай-Алинский. Сихотай-Алинского? Сихотай-Алинский есть. Сихотай-Алинский есть. О чем вы говорите? Лежит. Сихотай-Алинский есть. Так, ну это вот после Челябинского, да? Вот такие красивые фотографии, это тоже все у вас есть. Так, какой вопрос вы мне задали, что я стала это запускать? Коперник. Сейчас я его вам найду. Он, по-моему, где-то здесь. Да, кстати, вот это вам очень важно. Количество объектов, открытых в Солнечной системе со времени самого последнего. Вот в 1996 году мы знали меньше, чем, порядка где-то 30 тысяч. А сейчас у нас к 500 000 доходит количество объектов в Солнечной системе, которые мы с вами знаем. Это просто потому, что очень много автоматических межпланетных станций исследуют. Так, про Коперник где-то здесь было. Вот хорошее. Имена астрономических объектов. Кто дает? Так. Что-то никак. Значит, не в этой презентации, извините. Извините, не в этой. Но можно найти, я вам найду. Так, у кого, спасибо, мы закончили. У кого не получилось, я сейчас могу вам дать ссылку. Свет включите, пожалуйста.